Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпку на такую тему. Тайный поклонник. Давайте посмотрим, есть ли он у вас. А если есть, кто он такой и почему он тайный. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Два человека за вами стоят. Два, не один. Вот она вы. Вот один человек, вот второй человек. Один далеко от вас, очень сильно далеко. А второй рядом находится, но близко не подходит. Кстати, один из ваших тайных поклонников достаточно обеспеченный мужчина при деньгах. Большие деньги, много связей. Возможно, бизнес свой, либо должность такая денежная, материально обеспеченный человек мне идет. И скорее всего, вот этот, который богатенький, он не свободен. У него какие-то узы связи, с кем-то у него есть как обязательства, да, перед кем-то есть обязательства. Давайте с него и начнем. У вас два тайных поклонника. А тот, который богатый, далеко от вас находится, это мужчина из вашего прошлого. Мужчина, с кем у вас искры были, с кем у вас фейерверки взрывались, но почему-то до дела не дошло. Как-то вы друг к другу тянулись, это было взаимно, но то ли потому, что он не свободен был в тот момент, и вы сказали, что нетушки, не буду любовницей, хочу быть женой, то есть мне не нужны все эти проблемы в жизни, то ли, может быть, и вы не свободны были, да, может, это вообще какой-то курортный был роман. А может быть, как потянуло очень сильно людей в одной компании. Может, на работе потянуло, но потом вовремя, по крайней мере, женщина как-то одумалась и такая: нет, нет, продолжения не будет, да, продолжения банкета не будет. Вы знаете, сколько бы времени ни прошло, этот человек так и не успокоился, так и не смог вас забыть, так и не смог вас выкинуть из своей головы. И не было бы ни дня, когда бы этот человек о вас не вспоминал. Он может вас ни с того ни с сего вспомнить там, в самый неподходящий момент. Он может даже уделять время на то, чтобы подумать, повспоминать о вас. У кого-то отыграется, что он подписан на ваши соцсети, хотя это не факт. А у кого-то отыграется, что этот мужчина имеет либо какую-то вашу вещь, а может быть, фотографию вашу имеет, потому что это как это общая фотография. Вот знаете, на что мне похоже? Мне похоже на какой-то курортный роман, на какое-то безумное притяжение, пьянящее, либо служебный роман, когда очень сильно тянуло, да, друг к другу. Ну, либо в одной компании вы находились, да, и все-таки как-то женщина все-таки взяла себя в руки. Мужчина не смог, он не смирился, он не отказался. И у него есть мечта с вами встретиться. И есть мечта рассказать, что я не могу без тебя, я все, что мог, сделал, да, я не могу тебя забыть. Ты для меня навязчивая мысль. Ты тот свет, да, к которому я тянусь. То есть, скорее всего, когда ему тяжело в жизни, он думает о вас, и вы его буквально вот вытягиваете из той тяжести, в которой он оказался. Давайте я сразу возьму карты, мои оракулы. Мы посмотрим, есть ли надежда, либо будет ли встреча, да, может быть, как судьба позволит увидеться. Просто, знаете, интересно. Я не могу сказать, что мужчина плохой. Я вижу, что этот мужчина готов на многое пойти ради вас. Он очень часто об этом думает.
И вижу у него усталость от того бремени жизни, которое он на себе тянет. То есть он какой-то несчастный человек, у него нет любви, у него нет счастья. И те деньги, которые у него есть, семья, не знаю, дети, это ничего не радует. Живет только мыслями о вас, вы его вытягиваете. Будет ли встреча? Будет ли продолжение? Ой, как интересно. Ну, смотрите, у него будет развод, это 100%, он разведется. И даже не из-за вас, а просто потому, что уже все задолбало, там нет любви, там ничего нет, понимаете, там даже дружбы нет. Там все плохо, все умерло. Гроб, развод. Он обязательно пройдет через развод. Это у него в судьбе прописано. И он будет искать вас. Но ему будет очень сложно вас найти. Тучи ему помешают. А давайте посмотрим, почему. Почему? Ой, посыпались карты. Ну, потому что он не ваш человек, а вы не его женщина. Вы разными путями пойдете. Он будет вас искать, он будет делать попытки к вам приехать, разыскать, найти, встретиться, но судьба не позволит. Вы друг другу не по судьбе. Возможно, в той точке у вас еще что-то могло случиться в прошлом, но в будущем нет, ничего нет. Но он разведется однозначно. Разведется. Хорошо. Почему его тогда так сильно тянет к вам? Это вообще любовь или иллюзия? Давайте так посмотрим. Мне прям самой уже важно знать. Луна, иллюзия. Вы знаете, вы встретили этого мужчину в такую пору его жизни, когда у него, все рушилось, можно так сказать, да? Когда не было смысла, да, вот в жизни нет смысла. Человек потерял смысл в своей жизни, и он в каком-то полуобморочном состоянии находился, в призрачном состоянии. Он встретил вас, он увидел ваш образ. Вы для него вот прям идеальная женщина, идеальная жена, идеальная любовница. Вот как-то он вами так восхитился и сильно говорит: нет, есть смысл, для чего жить. Да, вот есть красота, есть любовь, есть нежность. И вами он как таблеткой утешился. Это помогало ему держаться на плаву. Вот как я сказала, да, в самые сложные моменты вы его вытягивали, ваш образ вытягивал. Да, к вам он испытывает чувства, но эти чувства, они не о том. Он перепутал. Тут больше, знаете, на что похоже? На родство душ похоже на самом деле. Возможно, в прошлых воплощениях вы как-то взаимодействовали, либо вас что-то связывало, а в этом воплощении его душа узнала вашу. И, скорее всего, ваша тоже узнала. И поэтому вас так друг к другу потянуло, поэтому были искры. Нет, вы друг другу не по судьбе. У этого мужчины совершенно другой путь. У него путь веры мне идет. То есть через разочарование он очень верующим человеком станет, в вере утешится. Не в личной жизни, не в женщинах, не в семье, не в детях, а именно в вере. Вот к вере он придет. А вы его, да, ваш образ его не раз вытаскивал, вы в ней идете как родственные души. По крайней мере, связь у вас точно была. Что есть, то есть, девочки. Вы, наверное, и сами это где-то в душе понимали, да, что это не ваш человек. Если бы вы этого не понимали, то у вас бы точно был роман. Но тут романа точно не было. Да? Тянуло очень сильно, но так, чтобы вы прям, мир закружился. Нет, такого не было. Так, второй человек. Второй человек рядом с вами находится, но держит дистанцию. Сразу хочу сказать для девушек, кто в паре находится, у кого есть муж либо жених. Это 100% друг, либо родственник вашего мужа, либо вашего жениха. Поэтому человек держится на дистанции. Человек даже может делать такие финты ушами, как недолюбливать вас. Да? Показуху это устраивать, что якобы он вас недолюбливает. Якобы вы не можете найти общего языка. Это его защита от того, чтобы на вас не накинуться, да, не потерять друга и вас не напугать. Да, человек специально дистанцируется.
специально носит на себе эту угрюмую маску, такой весь недотрога, и вот как будто бы он что-то негативное в вас видит, да, либо как-то негативно к вам относится. На самом деле он прячет свою любовь к вам. И не идет он к вам, потому что рядом с вами есть мужчина. Мужчина, который его друг, либо его родственник. И он на предательство не пойдет. Нет. Даже он готов в ущерб своему счастью, своей любви, но быть до конца другом, либо быть до конца родственником. Ну, вот брат, может быть, там, двоюродный брат. Может быть, и отец вашего любимого. Извините, но вот пришла такая картинка. К этому мужчине у вас неоднозначное отношение, потому что вы чувствуете, что он что-то скрывает. Да? Только понять не можете, что конкретно он скрывает. Но что скрывает, это точно чувствуете. Что он не тот, за кого себя выдает, что у него как будто бы двойное дно. Ах, если бы вы знали, какое на самом деле чувство он к вам испытывает. Кстати, вот этот мужчина, он готов ради вас на какие-то грандиозные, безумные жертвы. То есть, если вдруг что случится, он готов и жизнь свою отдать ради вас. Ради того, чтобы вы, его любимая женщина, у вас все было хорошо, вы жили, процветали, чтобы беды от вас отвести. Вот настолько сильно любит. Даже девочки, если у вас уже в прошлом отношения с мужчиной, но его друг не может к вам подойти, либо его родственник не может к вам подойти, потому что есть что-то, чего вы не знаете. Допустим, да, возможно, этот ваш бывший до сих пор там рассказывает, что он вас любит. А этот друг либо родственник смотрит и думает: да, я не могу перейти ему дорогу. Просто чисто физически не могу, ни морально, ни этически, никак не могу перейти дорогу. Вот такие у вас тайные поклонники. Ну, давайте посмотрим на него, да. Тот, кто близко, но далеко. Что с ним будет вообще? По судьбе ли он вам? Будет ли проявление, выявление этого всего? Что за любовь такая, да? Жертвенная. Я люблю, но я не подойду. Опять карта семьи. Да что ж такое? А вот тут не сейчас, не в ближайшем обозримом будущем, но отношения... Мужчина будет проявляться, да. Мужчина будет проявляться, судьба даст шанс. Знаете, я так скажу. Поскольку вы в отношениях либо есть, либо были с его другом, родственником, он вот боится показаться предателем, боится увести девушку братишки, да, чтобы там его не осуждали, чтобы этого друга своего не потерять, либо родственника не лишиться. Он очень боится. И он будет ждать. Он будет ждать, пока этот родственник встретит другую женщину. И когда этот родственник там, с другой женщиной уже там шуры-муры, любовь, брак, дети пойдут, вот тогда он к вам проявится. Это не сейчас будет. Это будет, возможно, даже и не в следующем году. Это прям попозже. Конкретно попозже он к вам проявится. По крайней мере, о том, что он вас любит, он вам расскажет. Сейчас давайте посмотрим, будет ли что из этого. Какой порядочный, да? Дурачок, хочется сказать. Вы же бы от хорошего мужчины не ушли, не разорвали бы связь с хорошим мужчиной, да? Если это ваш бывший. Неужели не понимает? Какой? Да, боится, что его крысой назовут. Угу. Будет держаться, терпеть, зубами скрипеть, но будет держаться и... Никак он, девочки, не проявится. Единственное, что может быть тайная помощь от него. Вот именно тайная. Не узнаете и не поймете, что он вам помогает. А он ради вас, еще раз говорю, даже жизнью готов пожертвовать. Хорошо, стоит ли вам рассматривать этого мужчину, даже если это случится гораздо позже? Стоит ли вам как-то отвечать ему? Ваш ли он человек по судьбе? Ах, как сказать, с ним может получиться брак, и брак очень крепкий, мужчина будет верный, преданный, вот прям ни в чем отказу знать не будете. Будет такой мужчина работать на 3 работах, от рассвета до заката, спать не будет, как этот, знаете, биоробот, лишь бы вас всем обеспечить, невероятно верный и преданный. Но
у него то ли мама такая, знаете, вот со скверным характером, может портить жизнь, может портить. Либо какая-то дамочка на него виды имеет, но она такая вот скверная, противная, готова пойти на все, лишь бы этого мужчину себе захомутать. Если он не женится на ней, через хитрость, брак может быть через хитрость. Допустим, женщина может его там напоить, с ним переспать, а потом сказать, что она беременна. Он человек честный и порядочный, он женится. Либо, может быть, там скажет, что он меня скомпрометировал, там туда-сюда, и он тоже как порядочный человек на ней может жениться. Может быть такой вариант. Опять же, вы все разные, да, и поклонники у вас разные. Но если вы ни с кем с другим не сойдетесь до этого времени, этот мужчина сможет к вам прийти и рассказать о своих чувствах, и вы ответите взаимностью, то вас с ним ждет очень стабильная, спокойная и благополучная жизнь. Да, такое вот прям тихое счастье мне идет. Он вас больше будет любить, чем вы его. Может получиться. Но если он доживет до этого времени, потому что какая-то женщина за ним охотится. Да, скорее всего, это не мама, это какая-то женщина, которая на него виды имеет. Хорошо, давайте тогда посмотрим, где ваш по судьбе, что происходит. Что происходит, где ваш мужчина по судьбе. Ах, прямо загадочная отсыпка. Ой, девочки, тут пока скрыто. Тут пока скрыто, пока нет, не говорят. Видите, ключ, замочная скважина, звезда, сад. Далеко он от вас находится. Далеко он от вас находится. Далеко. Возможно, это он. Вот этот тайный поклонник, который близко, но сам дистанцировался. Да? То есть ваше счастье, оно придет, но не сейчас. А если мы говорим в целом, вот если какой-то суженый, да, вот у вас по судьбе, который тоже далеко, пока от вас это скрыто, он далеко от вас находится, может, даже в другом городе, в другой стране. Он как кует свой характер, да, он золотом становится, обретает славу, популярность, там, деньги зарабатывает, мастерство набирает. Как-то так мне идет, да. Вы знаете, несмотря на вот этих тайных поклонников, я вам так скажу, вы мужчинам очень нравитесь. Очень нравитесь. И если бы вы были чуть-чуть недоступной, нет, чуть-чуть кокетливой, наверное, да, то вы бы в мужском внимании просто бы купались и из мужиков бы веревки вили. Вот все, что хотели бы, через мужиков бы получали. Но у вас характер другой. Вы женщина, которая себя и уважает, и бережет. Вы не будете от мужиков зависеть. У вас такой характер. Но если бы хотели, вы бы этих мужиков так крутили, вертели, коллекционировали бы. И мужики бы все вам дали. Все на блюдечке за голубой каемочкой. За ваше внимание, за ваш поцелуй. Все бы дали. И квартиры, и машины, и деньги, все бы вам дали. Обладаете вот таким магнитом для мужчин. Они прямо пищат, тают рядом с вами. Но вы холодная мне идете. Холодная, строгая и сдержанная. Вот так вот, мои хорошие. Вам счастливой быть. Вот по-любому вам быть счастливой. Вам счастье на роду написано. Вот вы обнимаетесь с тем, с кем вы будете счастливой. Будет ли это тайный поклонник, будет ли это какой-то другой мужчина, который сейчас далеко находится. Но вы счастливой точно будете. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.